С очередной рабочей поездкой по региону временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров отправляется в Давлекановский район. Давлекановский район расположен на юго-западе Башкортостана, в 110 километрах от Уфы. Граничит с Благоварским, Чешминским, Кармаскалинским, Аргазинским, Альшеевским, Белебеевским и Буздякским районами. По территории района протекают 3 реки – Дема, Малый Удряк, Уршак. На западе находится озеро Аслыкуль, самое крупное в Республике Башкортостан. Программа рабочей поездки Ради Хабирова по Давлекановскому району насыщенная и емкая. И в самом начале временно исполняющий обязанности главы Башкортостана отправился на встречу с жителями домов по улице Карла Маркса и Высоковольтной. А это вот этот дворик делали, и этот тоже? Вот двор, еще двор там дальше. Асфальт свой? А? Асфальт свой? Да, Башкиртовдор. Ага. Ну, здесь подрядчики не Башкиртовдор, на эти двор не заходят в основном. Вот смотрите, опять. С коляской, я хочу сказать, очень тяжело. Тут и с коляской. Вот это надо заставлять снимать. Класть. Лучше один раз заставить переделать, она тогда по-нормальному пойдет. Можно вопрос? Ага. Это башкирские дворики программы? А это, наверное, не сами свои. Это башкирские дворики? Так, здесь ни детской площадки, ничего нету как-то. Но более того, жильцы не в курсе Сейчас, об этом. подождите. Будут забивать. Будут забивать. Это же не закончено еще? Нет еще. Здравствуйте. Как живется в Давлеканово? Увидим хоть вас. Ой, рада видеть в Давлеканской земле. Здравствуйте, И спасибо. чтобы дальше, чтобы было все хорошо, чтобы вот радостные вести, что вы у нас появились, слава Богу. Спасибо. Так что вот у нас асфальт, вот у нас красота все-таки. Ну, надеемся, дальше доделывать будут, которые Доделать. Мы же тоже еще чего-то не умеем. Я уж ругаться сильно не хочу, да. Но вот и приехал посмотреть. Ну, вот даже вот это вы сделали уже неплохо. Ну, тут переделать, Самое конечно. главное, да. Самое главное, в сапогах, в галошах не ходим, теперь уже в босоножках. А в доме слава это Богу. тепло у вас? Вот, Хорошо, дома тепло, нормально. а по капремонту когда? Нет понимания, Юрий Иванович? Капитальный ремонт платим. Ну, через оператора мы крыши меняем. Крыша не Крыши, течет. фасады, ну, нет, да, такое не допускаем. Но Там зимой не промерзает. обслуживающая Вот, компания. Пока нет, главное, нет, пока нормально. Вот это вот, посмотрите, если Да я знаю, я уже смотрю. не закроем дверь, не откроем. Вот они оставили тут. Вот, вы видите, как это разве так делают? Ну, здесь же снег будет. Вот вода или снег вот тут здесь попадет зимой. Мы не откроем двери. Кто подрядчик? Где вот подрядчик? Есть? Здесь нет? Кто смотрит, вот кто им там подписывал, кто ремонтировал, кто им подписывал документ, надо было посмотреть, прежде чем Вот подписать. я главе скажу, чтобы он это все не подписал. Это же не дело. Конечно. Дети же малые есть, коляски, женщины надо ходить, конечно, нет? Инвалид. Это не предусмотрели, они не слушали. Это колясочник? Да. Так А нет, у нас дети дети даже, маленькие. дети, конечно. Тут есть, коляски. и у нас там маленькие дети есть. Об этом даже не думали. А вот дайте я посмотрю, вот как здесь делают. Я опять не пойму, Ради Федорович. Может, я наивная? Неужели это программа «Башкирские дворики», которую вот вы инициировали? Я вот никак не могу понять. Но, Или это собственные средства, или это городские средства, или что? понимаете, я считаю, что, видимо, с запозданием начали, но это ужасно, конечно. Как здесь инвалид не съедет вообще никуда? А кто делал-то? Подрядчики местные, да? Нет, Белебеевский. Ну, во-первых, сейчас вот это все в воде будет. Там, знаете, Илья Иванович, наверное, ваша ошибка была, что вы решили 8, лучше бы вы сделали 2 двора, ну, по-нормальному. Потом, пожалуйста, а можете вы нам... У нас раньше вот здесь была детская площадка. Почему-то ее снесли, такой большой пустырь. Я вам честно скажу, я такого не видел, это плохо. Вот, все поправим, главное вы... Ну не все так плохо. Я не говорю, что все С плохо. приходом нового главы, кстати, все пошло вверх, как бы спасибо Смотрите, ему. я не говорю, что все плохо, я про программу, неправильно. Да. Самое главное, что плохо, что с вами должны, я просил посоветоваться с вами, как вы хотите. Это вот самая главная история, я вам тоже говорю, называется комплексное благоустройство. Свет, мусор убрать, не только асфальт кидать, это не комплексная, это не та программа, которую мы сделали. Нет, мы же договорились, вот сюда детскую площадку, причем, Юрий Александрович, детская площадка, мы договорились только на мягкой основе, так? На мягкой основе, мы на бетон не ставим. А это вот микрорайон старый получается. Ну, смотри. Старый. Ага. А где мусорный контейнер? Вот, прям под моими балконами. У меня 2 балкона как раз у нас смотрят.
Вот смотрите. Ну да. Это еще ничего. Извините, это старые, наверное, да? Или в этом году делали? Не в этом году это будет. Да, потому что мы же договорились, что вы сразу сделали закрытые, заезжают. Чувствуете приезжают. запах какой? Да. Региональный оператор, как у вас? Ну, пока договорились, что пока вот такие контейнера. Вот такие. Потому что стоимость контейнеров пластиковых уже больше 10 тысяч. Каждого. Эти пока мы купили за 5500, чтобы сначала первоначально обеспечить все это население. Мы где-то около 500 контейнеров купили на город. А потом уже планомерно будем переходить уже на евроконтейнеры. И у них еще машины не позволяют под евроконтейнеры. İnşallah. Zeynep. Спасибо. Давайте в октябре приеду. В октябре приеду. Вот здесь вот стол поставим, чай попьем. Ой, Allah versin, Allah versin. Bilimler pişirir. Радик Фаридович, а с другой стороны, здесь ведь не было и этого асфальта, вообще ничего Да, не было. конечно, но все постепенно. Знаешь, тут, наверное, ужасное все было, да? Ну, все стареет. Все я пока понимаю, сносим да. просто. Время это же оно Только же единственный быстро комплекс бежит. надо делать. Да. Вот чтобы люди, видишь как, вроде хорошо сделали некоторые вещи, а люди все равно спасибо не скажут, потому что... Ну, некоторые говорят, все равно то, что было, то, что остается. Здравствуйте. Вот хотел посмотреть, как живете. Ну вот, как видите, живем мы очень хорошо, только в таких условиях это вообще невыносимо. А можно вам руку пожать, Хоть первого президента на неделю мыть не буду. Я чаще буду проезжать. Здесь у вас, мне глава говорит, вам канализацию поменяли, да? Да. Ну это центрально поменяли, а управляющие компании так и не объяснили. То ли они будут менять, то ли у нас есть комбат-сервис организации. А Сказали, здесь что все, Игорь Александрович, что здесь? вот у нас есть один здесь. Вот даже мы составляли свою управляющую организацию заявление в прошлом году, когда меняли эту всю канализацию. Так и не сделали ничего, соответственно. А вот тут получается центральная провели, Вот она да? идет посреди дороги. Вот, смотрите, прекрасная дорога была, прекраснейшая дорога. Гравийная дорога была. Вот такая. Взяли ее, перекопали. А по проекту он должен быть вот там. Вот. Теперь вот посмотрите сейчас наш процесс. Пожалуйста, посмотрите. Пройдемте, пожалуйста, посмотрите. Когда сильные ливневые дожди идут, здесь вода текет рекой. Вот здесь 25 сантиметров вода. Вот они нам сделали. Он в прошлом году обещал, говорит, ребята, не волнуйтесь, как только весной, говорит, высохнет все. Я, говорит, и подъезды подниму, и асфальт вам проведу. На ваш взгляд, самое главное, наверное, вот эту дорогу проложить, нам дорогу чтобы надо. вам туда не затекало сюда Да, каким-то да, образом. да. Так ведь? Ну, опять-таки же обещали, в два подъездом этапа вот. эту дорогу будут делать. Канализация. Сперва сделают тротуарную дорожку и асфальт. Сделаете? Заложено, тротуар будет асфальтирован в этом году. Тогда Бордюры вы будут уже сделаете, щебенка. да? Мы уже Всё, все выделили тогда этим. все, тогда сделаете. Вы слышите, да? Просто я и приехал-то посмотреть, как те деньги небольшие пока в этом году дали, вот на дворики, на скверы. В следующем году еще больше дадим. Но я пока вижу, что эти-то деньги не могут по-нормальному пустить, понимаете? Ничего и не делается. Она не Вот делается, ничего в этом году не В делается. плане. Я там где-то там немного дали мы в этом году, там дворы какие-то делаются, я сам видел, но они некачественно делаются. Вот надо научиться качественно. Понятно, а у И нас- самое главное, чтобы с вами советовались. И вам министр приедет жилищного хозяйства наш, ЖКХ, он опытный человек, сразу разберется здесь. Присоединяется, примет решение. Извините, что мы Спасибо большое Да за не за что. поддержку. Мы будем, конечно, Это вы нас надеяться извините, на что вот так вас. вот. Наведем немножко. Вся Наведем надежда порядок. теперь только вот на вас. Спасибо, нормально. Мы будем очень рады, Спасибо. если вы на До свидания. Радик Фаридович, Пойдем. Машину? но это не то, что вы ожидали видеть во дворах. Ну, есть такие дворы, но я все-таки думал, что мы к башкирским дворикам, вот, понимаете, это тоже технология. Надо зайти с людьми, обсудить, расчетить, оценить свои возможности и аккуратно сделать. Ну, где-то получается, где-то нет. Ну, люди, видите, люди недовольны. Значит, не получается. Радик Фаридович, а чем помочь можно в данном случае? Помочь надо, во-первых, разобраться вообще здесь. Я поэтому министра сюда прислал. Игорь Александрович, с министром прям поработайте, вот, посмотрите вот эти дороги. Вы ему покажите город. Ваш город надо комплексно. За раз он не успеет, но поможем через ЖКХ. Радик Фаридович, ну разве это дело главе региона, министру, Дело, и выезжать дело. точечно? Дело. Получается, система все-таки не Пока работает. порядок не наведем, дело. Да.
Следующий объект рабочей поездки Ради Хабирова по Давлекановскому району – обувная фабрика «Сандра». Там выпускают детские туфельки, босоножки, валенки. Они пользуются спросом, но есть и проблемы. Не хватает оборотных средств для ремонта зданий и покупки нового оборудования. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Главный инженер. Я хочу чудо Давлекановское посмотреть. Чудо? Идемте. Вот сейчас мы зайдем в швейный цех. Идемте. Здесь собирают из мелких деталей, собирают заготовку. Потом в другом цехе ее одевают на колодку. Там уже прогоняют. Вот здесь вот если вот все вот это начальное производство, это все у нас девочки рисуют. Вот это видите? Это все полуфабрикаты. Видите? Это все начинается вот с мелочи. Это все отдельно рубится, это все отдельно собирается. И потом все это вот пришивается на стелечку, потом обтяжка, и в другой цех. Там уже и клеют и подошву, платформу ставят, все делают. В этот цех полуфабрикат от вас, то есть вы начинаете с нуля, да? Да, в другом цехе, да, тоже рубим, тоже в другом цехе, да. Там лекало режут, наверное. Конечно, да? это, ну пойдемте посмотрите, если желаете, идем. Вот это раскроется цех. Вот у нас здесь рубят девочки, видите? Это еще старое, наверное, оборудование. Это старое оборудование, да, но мы его арендуем. Вот это у нас тапочки и валенки. Это вот только тоже начальная еще стадия, видите? Это еще без подошвы, это только начало. Ну вот там в конце сейчас я вам покажу, как это все будет. Здесь тоже в основном женский труд, в основном все женщины. За прошлый год мы произвели 1 миллион 119 000 паровых. Сейчас Что это делает? Это загибает союзку, сделала формулир. Дай мне полупару. Вот она ее загнула, видите? Она сделала форму. Она будет на колодке держаться, и будет у нее форма. И будет красивая форма тапочек. Видите? Материал где закупается? Материалы все российское. Все российское. У нас импортного ничего нет. Все российское. Вот у нас уже готовые валенки. Аккуратненько. Вот они уже. Вот готовые. Вот готовая красота. Подошвы. Подошву мы прошиваем все натурально. Войлок натуральный, мех внутри натуральный. Все натурально. Сколько вот это стоит? Это 600-700 рублей. В зависимости от... Мы еще большие не шьем. 38 размер. Это натуральное. Вот. Это все натурально. Это все натурально. Мы что проанализировали? У нас по линии поддержки машиностроения программ, наверное, 20. А по линии поддержки легкой промышленности ни одной программы. Первая мера поддержки какая? Это дешевые кредиты вам. Субсидирование кредитов, раз. Второе, если вы линию обновляете какую-то, потому что вам, чтобы в рынке быть, все равно надо новые линии покупать, правильно? Конечно. Новый ассортимент, более экономичное производство, энерго менее затратное, то мы вам субсидируем за затраты. Вот если мы эту программу сделаем, как вам, интересно? Конечно, интересно. Очень даже. Мы же хотим развиваться, мы не хотим сидеть на месте. Мы хотим двигаться вперед, а у нас не получается. Нужны же деньги, чтобы купить тоже оборудование. Знаете, мне что понравилось, честно скажу, я вот на предприятие хожу, если заходишь на предприятие, а предприятие чистое, подметенное, это значит порядок. Мы любим порядок. Да. Вот за этим, да, мы убираемся. У меня цель одна, чистота. конечно, хотелось бы вам помочь поднять вашу производительность и зарплату им поднять. Мы будем рады, мы будем рады. Вы говорите, у вас прям оптом обувь забирают, да? Да. 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 То есть вы уже знаете, что у вас есть... Конечно. Мы работаем по заявкам. Сейчас А какие города забирают? Это Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Калининград даже есть, Да. Так что, Владивосток. да. То есть карта почти вся охватывает всю нашу Расширенная. Российскую Федерацию. Я прям, знаете, удовольствие получил. Я в Давлеканово ехал специально, хотел зайти на Да. этот... Спасибо, нам приятно, Спасибо. что нас решили посетить. «Нефтемаш» – завод по производству продукции для нефтяной промышленности. Сюда в рамках рабочей поездки по Давлекановскому району отправляется Ради Хабиров. Вот образцы непосредственно. Это подогреватель нефти как 1,6. Промежуточный самоочиститель, который в себе несет либо воду, либо этиленгликоль набирается. То есть сюда
подается нефть. Здесь горелка стоит, которая греет топку. Ну, грубо говоря, через воду нагревается через нее нефть. Собираете и монтируете. Полностью весь цикл от разработки и до уже сдачи заказчику эксплуатации, а потом уже сервисный и постгарантийное обслуживание. Импортный станок? Нет, наш Стельтамаки брали. А, Стельтамаки. Да. Доходное производство. Да. Это Стельтамаки, стабильный станок, тоже Стельтамаки стоит. Это уже подготовлено на отгрузку, да? По республике устанавливают такое или это на Да, севере? Башнефть используют. Тоже Да, по республике. абсолютно все используют, да. Все. Азербайджан, Казахстан. Какие Здесь планы еще у вас? у нас вот еще линия по ребрению, мы тоже новые поставили. А что это? Да. Сейчас мы ее гаражим, потому что ей нужно, чтобы зимой было совсем тепло. Что здесь будет? Это линия по ребрению труб, потому что вот в больших печах, которые блочных, используются оребренные трубы. Раньше, если мы оребряли трубы на одну печь, нам неделю надо было времени. Сейчас у нас занимает полдня. 48 труб оребрить, вот с такой скоростью они оребряются. То есть путем высокоточной сварки. Вот две. Все, она при корневой приваркой, образцы. Она сразу приваривается, да? Сейчас? Да. Ее даже не видно, что это сварка. Это уже завершенный объект? Это завершенный, все готово на отгрузку, это пойдет в коме, да. Это ставится на месторождение в зависимости от объема добычи. На месторождение. Да, через пропускная способность. Сколько им надо прогнать, и зависит от температуры, какая температура на выходе должна быть. То есть это, грубо говоря, 0,63 мегаватта мощность. Максимальная мощность это 14 мегаватт. Это электрокотел стоит? Здесь или нет, газ? здесь Газ? огневой нагрев. Либо Газ. газ, либо нефть жидкостная говорится. На нефть там блок подготовки ставится, да, он нефть разогревает предварительно. Вот новый корпус. Вот это у нас второй цех. Технология. Вот это для большегабаритных изделий, которые весят 68 тонн, 48 тонн, 25 плюс 5. Когда построили это? Мы закончили вот только. Только закончили, да. У нас там вальс стоят, которые могут высыпать металл 40 миллиметров. 40 миллиметров. Вот как раз змеевики, которые внутри этих Нет, вот печек это такое вот современное предприятие, да? Все. Ну это заново построили, поэтому. Да, изначально по проекту все полностью. А кто-нибудь делает в России такие 25-метровые, нет? Сепараторы делают, но мало. Да? То есть особо конкурентов нет. Душа радуется, когда вот такие предприятия появляются. Один из дефицитов кадры. Серьезно? Да, нефтяники. А кто, инженер или кто? Конструктора, технологи. все-таки вот... Основное это конструкторский. Ну и хороший рабочий тоже. Есть люди, которые приходят. А в Давлеканово есть колледж какой-нибудь или училище? Строительный колледж. Строительный, да? И Там ПТУ. выпускают сварщиков или кого-то? Сварщиков учетный комбинат есть, мы с ними, ну сейчас вот мы с ними контакты, за счет этого мы бригаду сварщиков создали, 62 аттестованных поста, заключили с ними договор, обязательно сюда приводили они на практику, если хорошо работает, оплачивали практику, но по дальнейшем, что он остается, работает у нас. Ну и у них и зарплата доходит до 100, до 110 тысяч в месяц. Я уже сказал, такая зарплата. Поэтому есть перспектива работы. Нужны с высшим образованием нефтяники, авиационные конструктора. Ладно, спасибо. Спасибо большое. Как впечатление от завода? Замечательно. Прям настроение после дворов улучшилось. Временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров в рабочей поездке по Давлеканово в сквере по улице Садовой. Благоустройство там еще не закончили, но планы вполне понятны. Это вот то, что было, вот сквер сам был, как бы здесь вот заросший вот эти вот, была овраг, яма была, большая яма была. И мы решили, с жителями собрались, обсудили все эти территории. И решили все-таки отсыпать, сделать брусчатку. И посередине будет там бюст имени Ферапонтова. Здесь, получается, вот делали дорожку, а здесь по краям будете делать этот... Будем озеленение. Озеленение, да, еще пока просто не завершенность. Ага. Когда завершаете? Да. Когда завершаете? Ну, сроки уже были 30 июля
дня июня. Ну, вот эти вещи, которые были, поставка оборудования, вот эти светильники, они такие, то, что заказные. Вот. У нас еще с 2 сторон будет асфальтированная дорога за счет, за счет собственных средств, потому что ну, не хватало финансовых средств. Одностороннее движение с 2 сторон будет. Там частный сектор, здесь уже как бы это. Говорили, здесь будет Wi-Fi, все. Сейчас вот мы уже аукцион будем объявлять на самую, ну, Ферапонтову, на бюст Ферапонтова. А какой будет? Бюст? Бюст по пояс. Бронзовый или там латунь. Ну, отливать будете, да? Да. Наверное, все-таки все нормально все будет, если 1,5 месяца на аукцион. 70-летие это 100% уже, да, мы в этом году уже постараемся. Но сейчас самое главное, я говорю, вот все вроде красиво, если вы не сделаете нормальный газон, там дорогу нормальную не сделаете, вида не будет. В следующем приезде обязательно кто положится. Вы как крепкий хозяйственник прошли, это не так, то не так, там для инвалидов. Нет, я не так, хватает я же не с инспекцией, посмотреть, как идет. Ну, опыт они же только, ну, еще не завершили работу, вот посмотрим, как. У Вячеслава и Светланы Шабалиных 10 детей. К ним в конце рабочей поездки по Давлекановскому району и отправляется временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров. Это все ваши, да? Ну, это не все. Это не все. Это не все. Сколько? Здравствуйте, здравствуйте. Сколько всего? Ну, 5 мальчиков, 5 девочек. 5 мальчиков, 5 девочек, да? Привет, привет. Здесь живете, да? Да. Я же обещал к вам прийти. Оля, дай я занесу. Заносите, занесем. Все, дай. К дому к старенькому пристроили, получилось. Да, вот это да. мы сами уже пристраивали. Ага. У нас дом на 2 хозяина. Ага. Вот, у нас было 2 комнаты. А тут уже вот пристроили большую кухню, чтобы всем место было. Всем собираться. Ну да. Ну вот уже она, барышня. Вот она, десяточка наша. Вот это, да? Да. Здравствуйте, здравствуйте. Устинья наша. Устинья назвали, да? Устинья. А пацаны, вот это, вся эта... Ну, это не все, да. Старшие работают. Садик, школа, все нормально? Все нормально, Всё, да. то У нас есть, вот 4 в этом году идут в школу. 3 в садик, 1 в школу. Да, 3 в садик. 3. Одна в школу 1 класс, а так-то 4 в Нет, школу 1 ходят. класс. Ну, места есть, Да, всё, да? ну Всё, да, то да, есть проблем выделили, нет у нас, да, с этим нет проблем. Имейте в виду, увеличили количество мест для детей в наших санаториях, чтобы тоже... Ну, в санатории нет, вот в лагере мы только вот что. А по здоровью кому-нибудь есть показания детям, да? У вас, Ну, Тимофею жила можно было бы, конечно. Вот с Устинькой у нас нам бы остеопата. Потому что у нас, да, у нас, потому что один глазик меньше другого и косит. И нам посоветовали остеопата, но как бы затруднительно, все финансы. Я скажу, напишите Забелину, ладно, по остеопату, чтобы... Раз уж мы ей занимались, Ну теперь да, надо ну её да, с тащить. рождения, да, уже не бросайте нас. Да. Обязательно министр выйдет на вас, поможет. Хорошо. Все вот со вкусом, вот так вот, как могли сделали. Ну да, это мы делали, да, все. Туалет, ванну. Ну, конечно. Тут вот наши с мужем комнаты и младших детей. Это Устинья и Савелий. Раздавай, меня дядя Раджа. Это сервисы? Аккуратно, давайте скажите, куда поставить, мы поставим. Вы пока поставьте на пол, сейчас уже никуда не Мы пошли в комнату. Давайте, все, Мы пошли в комнату. Давай. Его, это мое. Это мое. Это уже мне. Они вот так действительно между собой организованы, дружненько, да? Ну, не всегда. Войны все равно тоже войны бывают, бывают. да. Но если кто-то за пределом, то вдруг они задружки, да. Маленькая банда. Да. Ну, по-хорошему, да. Как впечатление у вас вообще? Светло на душе? Да, вот, конечно, вот такая дружная, хорошая семья. Не просто им, Мы же поучаствовали в их судьбе, в некотором смысле, в судьбе вот маленькой точно девочки. Да. поучаствовали. Поэтому вот раз проезжал здесь, решил заехать и просто порадоваться за них. Ну, я напомню, Узнать. что вы
просто помогли вернуться беременной маме с ребенком в больницу. И благодаря вашему вмешательству вовремя и Хорошая в нужном девочка. месте родилась девочка. Хорошая девочка родилась. Раф Ильич, ну у вас это вот не деловая, скажем так, поездка, да? Вы просто для души заехали в гости к Шабалиным. Поздороваться, я говорю, с своими друзьями. Так, иди, красавица. Здоровья вам. Спасибо. Живите Спасибо вам большое. Спасибо большое. Ох, необычная у вас рабочая поездка до Великановский район. Сегодня что-то я уже перепутал все времена, где что у нас. У вас так и погневались, и порадовались, и для души заехали. Да, ну, это жизнь называется. Все. Просто. Как район в целом? Нормально. Рабочая ситуация. Нормально. Люди работают. Где-то есть проблемы. Ну, будем решать. И для этого, собственно, приехали. Будем помогать. И опять в ручном режиме. Все, спокойно. Все. Сегодня хватит. Все. Спасибо. До свидания.